Первый объект, который посетил глава государства – Бзыбская средняя школа номер 1, где после строительства открылся спортивный зал. Старое помещение спортзала пришлось снести из-за аварийности и больших трещин. За счет бюджета Гагарского района на том же месте новый объект. Учащиеся могут заниматься физкультурой в полной мере. Проблема эта была 12 лет. В 2014 году произвели экспертизу первый раз. Там была большая трещина. После экспертизы было принято решение, что там детям нельзя заниматься спортом, заниматься физкультурой. Так все это время спортзал дети не занимались, он стоял в аварийном состоянии. В 2023 году мы провели очередную экспертизу, приняли решение его снести и построить то, что вы сегодня видели, новый спортзал. Сметная стоимость была 27 миллионов рублей. Бадра Гумба совместно с главой Гагарского района и министром просвещения республики посетили этнографический и военный музеи при первой Бзыбской школе. Президент пообщался с первоклассниками. И бзины, и шпулон чегайзад, зигерейха арцуитша шуму, арцуитша шарзыдзюрла, шана чашаба чашарзыдзюрла, а грагны сухоп шара, дара швабзина, а пыша дуз мо шакуна, а псны амыца зызуша шакуна шаколо. Далее глава государства посетил детский сад в Пицунде, который строится по инвестиционной программе. Объект в силу ряда причин не был сдан в срок. Бадра Гумба поручил местной администрации завершить все ремонтные работы в ближайшее время. Объект планируют сдать в эксплуатацию с 1 февраля 2026 года. Около 25 миллионов рублей отремонтировать те недочеты, которые остались с того периода. Как вы сегодня видели, там на данный момент тоже есть проблемы, подрядчики и сотрудники УКСа. Президент дал поручение, чтобы до конца года этот вопрос был закрыт. В 2017 году в Пицунском доме культуры случился пожар. Здание находилось в аварийном состоянии. Местная администрация приняла решение отремонтировать объект за свой счет. На этот дом культуры было потрачено, на данный момент потрачено 44 миллиона рублей. Там библиотека, зал для шахмат, где дети могут заниматься, и большой актовый зал. На данном этапе здесь уже под покраску все подготовлено, входные двери. Сейчас заменяем эти поручни, перила на лестницах и все. Да, обязательно. Совсем скоро в центре Пицунды на месте недействующей школы появится большой спортивный комплекс. Глава администрации Гагарского района рассказал президенту о планах по строительству объекта. Могу ошибиться, но 250-300 миллионов – это общая стоимость всего этого предприятия. Да. Я думаю, что и району не просто будет реализовать такой довольно-таки амбициозный проект. Давайте поступим следующим образом. Какую-то часть затрат республиканский бюджет возьмет на себя, чтобы это реализовывалось более быстро, своевременно, потому что я считаю, что в центре города Пицунды не могут стоять ни в коем случае в таком виде и в таком состоянии объекты. Давайте готовьте проектно-сметную документацию, уже исходя из материалов будем рассчитывать, какую нагрузку возьмет на себя район и какую часть республиканский бюджет. В течение 10 лет село, так скажем, переориентировалось, стало туристическим местом. Там приезжают гости, местному населению. Там был клуб старый, негде было собираться, заниматься кружками, танцами. Было принято, там было старое здание, оно уже было ветхое. Мы приняли решение его снести и начать новое строительство Дома культуры. Общая сметная стоимость этого объекта 74 миллиона рублей. На данный момент подрядчикам уже переведено 21 миллион рублей. До конца года они должны здание загнать под крышу. Также в селе Лдза в школе вы сегодня видели столовую, где наши дети питаются. Было принято решение рядом со школой построить
новый объект. И заодно уже, коль строим одно помещение, сделали двухэтажное здание и большой актовый зал, где детишки могут заниматься разными кружками. Общая сметная стоимость 37 миллионов рублей. На данный момент подрядчикам уже переведено 15 миллионов рублей. Также за счет бюджета Гагарского района восстановлена местная СС. Объект уже сдан в эксплуатацию. А вот после ремонта оборудования лабораторное тоже было сменено или старым Да, оборудованием? Нет. Вот это все новое, всё мебель, новое. техника, и все это было приобретено за счет средств бюджета и частично тоже за собственные Плюс еще средства. молекулярная лаборатория. Также после капитального ремонта откроется детский сад на улице Абазга. Кроме того, на объекте появилась новая кухня и актовый зал. Гугуца Вардания, Налач Хинджерия, Камила Джопо, Абхазское телевидение.